Солдаты из Осетии воевали и в Донецкой Народной Республике. И несмотря на то, что они захоронены не на родной земле, за их могилами ухаживают каждый год. Моей коллеге Галине Григорян удалось пообщаться по видеосвязи с представителями осетинской диаспоры в Донецкой Народной Республике. Ухоженная территория, цветы и страшная надпись на памятнике жертвам фашизма. На этом месте был концлагерь, и в братской могиле похоронены 4 осетин, замученных и погибших на земле Донбасса во времена Великой Отечественной. Здесь был концентрационный лагерь для военнопленных создан. Лагерь достаточно серьезный, был 25 тысяч человек. И там вот погибло именно 4 осетинских солдата. Но известны только 2. Это все было братской могилой. И захоронение было там именно 4 осетин. Восстановлены неправильные просто-напросто написание всего. И там есть такие плиты, и на плитах имена выложены. То есть у нас на сегодняшний день выложено только 2, а 2 в архиве восстановление данных идет. Просто из-за того, что не восстановлены данные, еще не внесены в этот плиточные именно. В Донецкой Народной Республике готовятся к празднованию Дня Победы. В условиях пандемии парада Победы не будет, но дань памяти погибшим солдатам Бессмертный полк непременно решили провести. Пройдут с именами и павших осетин, пока известны имена только 2 человек. Братские могилы, в которых захоронены советские солдаты, всегда находятся в хорошем состоянии. За ними ухаживают из года в год и поддерживают в надлежащем виде. Мы отправляем трудовой десант в виде кадетов, так как у нас есть в республике кадетский корпус, и члены нашего землячества, молодое наше поколение, которым мы передаем, конечно, и факты истории, и память о ветеранах Великой Отечественной войны. Поэтому и трудовой десант, конечно, задействован и основан на сохранении памяти об этих людях. Поэтому каждую весну и осень мы приходим и ухаживаем не только непосредственно за могилами, но и вокруг прилегающей территории, чтобы все было облагорожено, чтобы было видно, что люди не забыты. А, конечно, все памятные даты, как 9 мая, например, мы, конечно же, возложение обязательно с почетным караулом возле этих могил проходят. На территории ДНР захоронены и погибшие военные после боевых действий в 2014 году. 10 человек, которые, по данным архивной службы, призваны из военкомата Владикавказа. Их личные вещи и документы нашли в списках погибших в районе Саур-могилы в 2014 году. Галина Григорян, Мария Кутаева. Новости Осетии.